беспокоит именно молодых жителей региона. В Международный день молодежи депутаты Народного собрания на приеме граждан ищут ответы именно на этот вопрос. Одно из первых о том, что волнует, с народными избранниками, делится Амина Тибоева. Девушка на втором курсе НГУ, но уже сейчас будущего историка волнует вопрос трудоустройства. Главная для меня проблема, как, например, молодого специалиста, без стажа в какие-то предприятия не берут на работу. То есть, например, преподаватели, да, в школу с неохотой берут, даже если и берут, то с большими трудностями. Вот откуда, как нам брать этот стаж? Собеседника внимательно слушает депутат Народного собрания Мустафа Цуров. По его мнению, проблема, поднимаемая студенткой, на сегодняшний день довольно актуальна. Но, будучи директором топливно-энергетического колледжа и работодателем, понимает всю значимость опыта, так необходимого для будущего трудоустройства. И депутат намерен поднять этот вопрос в парламенте региона. В парламенте проведем расширенное, наверное, заседание комитета по образованию. Пригласим молодых специалистов, вот таких выпускников, как вы. И посмотрим, можно ли законодательно как-то отрегулировать вопрос, чтобы молодые специалисты в системе образования особенно смогли у нас хотя бы в год на полную зарплату, чтобы и государство сильно от этих экспериментов ущерб не несло, и вы не ходили. Вот в этом направлении будем работать. А вот Ислам Джандыгов радеет за экономическую и юридическую грамотность в молодежной среде. Молодой человек поделился, что наши ребята мало осведомлены о своих правах, и этот пробел нужно восполнять на различных воспитательных мероприятиях. Наша инициативная группа готова создать съезд в населенных пунктах, где как раз-таки будет привлечена молодежь. Будет вести разъяснительная беседа по поводу их прав, по поводу их обязанностей. Это глобализация, которая идет в кредитной сфере, в определенной другой сфере, она как раз-таки касается именно молодежи. Поэтому, если она с молодежи начнется, то она постепенно охватит и республику. И наш субъект федерации будет конкурировать на федеральном уровне из всех 85 субъектов. Немало возникло вопросов и по поводу разбитых дорог и коммунального характера. Их озвучил Артур Карахоев. Периодическое отключение света в различных сельских поселениях региона. В сельском поселении Божский, Троицкое, Карабулак периодически отключается свет без какой-либо причины. В Троицкое я провел опрос. У некоторых он отключается либо раз в неделю, но на весь день. У некоторых через день, но на несколько часов. В Барсуках же периодически, точно там нет какой-либо системы, просто бывает раз в неделю, 2 раза, 3 раза в неделю просто отключается свет. Проблема, по мнению депутата, может заключаться и в ветхих электросетях и возникать даже по вине самих потребителей из-за неоплаченных счетов. У всех людей, которые вы проводили опрос, они вам показывали квитанции, что вот за свет мы заплатили вовремя, а света у нас нет. Нет, такого нет. Не было. Вот у меня большая убедительная к вам просьба, как активному гражданину, как человеку, который должен в ближайшее будущее возглавить эту республику или поработать на благо этой республики на какой-либо должности. Я более чем уверен, что вы успешнее будете человеком. Просто возьмитесь, пожалуйста, параллельный вопрос платежной дисциплины, посмотрите. В приемную сегодня обратились порядка 20 человек с вопросами самого разного характера. И, как отметил Мустафа Цуров, такая активность и инициативность наших молодых ребят не может не радовать. Молодежь у нас очень грамотная, продвинутая, прекрасно разбирающаяся во всех и политических, и экономических ситуациях республики. Сегодня вопросы были разноплановые, начиная от профстажировки, заканчивая вопросами коммунального обслуживания, вопросами сбора платежей, природоохранные вопросы. Очень много вопросов. Ну а для самой молодежи этот прием – хорошая возможность озвучить свои проблемы. Молодые люди обращают внимание на свою республику, на свое окружение, заботятся, стараются что-то делать, да? Это очень хорошо. Мы проявляем инициативу. Также мы сказали, что лично я сказал, что если надо будет как-то предоставить с нашей стороны какую-то помощь, можно будет предоставить, мы готовы пойти. Если надо поработать, нам не проблема. Лишь бы сделали это, да? Лишь бы в республике все было нормально. Все озвученные вопросы на приеме обещают рассмотреть в ближайшее время и решить их по мере возможности. Дана Плиева, Ахмед Гандаров, Новости 24.